наверное, уже началось, а мы тут сидим такие. Да. Берт, ты что, начал? Понимаю, картина. А кто-нибудь будет следить параллельно, типа, комментарии читать, не знаю? У него там отображается. Мы начали? Серьезно? Да, все, Маша. Бисмилляхи рахмани рахим. Алхамдулилlah. Вассаляту вассаляму аля расулилля. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату, виджери. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи. Начинаем потихоньку наш эфир. Здесь мы, иншаллах, рассмотрим две интересные истории, довольно-таки разные по своему опыту. Наши гости сегодня Хас Мухаммад Гамкартиев и Муслим Илхароев. Также у нас с Чечни брат приехал, машаллах, посодействовать в ведении нашего эфира. Иса Азербаев. Еще раз салям алейкум ва баракату. Ва алейкум салям ва рахматуллахи. С нами я еще. Да, на меня все и так знают. Интересно, кстати, как звук, чтобы там написали в комментариях, или кто-то может открыть эфир и послушать. Берт. А у нас за камерой еще Берт, кстати говоря. Организатор всего этого в техническом плане. Короче, давайте потихоньку начинать. Так, я предлагаю поочередно примерно представиться, рассказать, сколько там лет, на каком сейчас этапе. Короче, давай, Хас Мухаммад. Меня зовут Хас Мухаммад, я являюсь бэкэнд-разработчиком, мне 32 года. В текущий момент работаю в компании Wildberries. Хорошо. Какой стек? Стек Golang. Golang, да? Муслим. Муслим Илхароев, работаю в Ламоде 20 лет. 20 лет работаешь в Ламоде? Мне 20 лет, в Ламоде проработал почти год. Что там еще интересного? Стек у меня Go, ну и, собственно, ничего нового. Короче, оба Golang разработчики. А ты, мам, сколько работаешь, напомни? Ну, где-то около, чуть больше года будет. Опыт чуть больше года, да? Да, конечно. Хорошо. Так, тогда давайте потихоньку об вашей истории. Что побудило вообще пойти в IT, какая была мотивация, и работал ли ты до этого где-нибудь? Короче, примерно такую историю свою расскажи. Я небольшой контекст, наверное, веду, чтобы мало ли рандомно зашедшим. У нас, наверное, тема такая, что один у нас самоучка, а второй прошел курсы и устроился. Чтобы правильно понимать, кто есть кто. Это у нас самоучка. Не-не-не, да, сорян. Это у нас выпускник Яндекс Практикума, это у нас самоучка. И мы будем как-то сравнивать эти пути и два этих подхода. Плюсы и минусы, наверное, постараемся разобрать. Так, давай. И какой вопрос? Вопрос был примерно предыстория, то есть что тебя побудило пойти в IT и как? Ну, до IT у меня вообще была другая специальность, именно работал в кадрах, то есть с IT познакомился в начале, когда хотел автоматизировать свою работу. Допустим, какая-то работа приходила, начал с Excel, потом к SQL перешел, а потом уже к языку Python. То есть, и помимо этого у меня младший брат тоже программистом работал, и вот с тех пор уже как бы, можно сказать, я в IT. Мотивировал. То есть, как даже вот не рабочее время, как хобби, я обычно читал книги именно вот по SQL и по Python. Ну, короче, тебе для рабочих моментов понадобилось какие-то задачи закрывать, и ты решил какие-то науки получить. А в какой-то момент решил, что тебе нужно все-таки работу сменить и именно на программиста. Да. В какой? Ну и что побудило все-таки? Типа вот ты сидел, работал, тебя все устраивало? Да, ну помимо этой работы, помимо своей текущей, той работы, я хотел параллельно заняться своим делом, но это у меня не получилось. И уже вплотную именно решил развиваться именно в IT-направлении. Пытался в первое время совмещать с работой параллельно, но это у меня не получилось. То есть я начинал 2-3 месяца, потом, как правило, забрасывал на полгода, год и так далее. И решил как бы загнать себя в угол, ушел с компании и уже активно начал заниматься именно программированием именно на языке Python.
У меня такой, знаешь, более подходящий вопрос. В какой момент ты решил заняться этим уже оплачивая? Вот многие люди там просто так подходят, потому что там в интернете можно найти многие курсы. Ну, просто так им интересно, что-то там есть в программировании, давай я постараюсь. Но более осознанный подход к обучению люди делают, когда уже покупают курсы. Тогда вот в какой момент ты решил пойти в Яндекс.Практикум и ты понял, что вот я готов платить за обучение, или ты бесплатно учился? Бесплатно. По госуслугам программа, цифровой профессии вашего. Случайно не с моего блога. Я очень многим друзьям советовал сменить профессию именно по этим цифровым профессиям. Я сам получал от нетологии тоже курс, и вот машалла, очень хорошо. Я-то думал, ты там платно учился, ну ладно. Все мои вопросы ушли, типа, на второй план. Ну, у меня как, путь самообучения был где-то около года. Часто отвлекался, приходили тестовые, пытался их решить, но обратную связь получал, как правило, неудовлетворительно. Потом увидел курс, был в Яндекс.Практикуме курс Python. Начальный курс я смотрел, описание курса, казалось, что я все это уже знаю, именно хотел Python Middle курс пройти, но как оказалось, в этой программе именно Python Middle не было. И где-то я увидел в Озоне, Озон Road, что набирают разработчиков, и как-то параллельно с Python начал уже ознакомиваться с этим языком, именно по видео и так далее. И так получилось, что я подался на эту программу, именно на разработчика, то есть там было в моменте 3 года, Junior плюс уровень и Middle. 6, но в рамках бесплатной программы мне надо было пройти все 6 месяцев, и так я попал на этот курс. Окей, тогда я думаю, к Яндекс.Практикуму чуть дальше еще вернемся. Муслим, ты примерно расскажи свою историю. Вопрос о том, почему я пришел в программирование, на самом деле довольно сложно для меня, потому что я не помню, почему я вообще пришел в программирование, потому что... Тебе было так мало лет? Да, это, наверное, первый раз, когда я вообще открыл на ютубе какой-нибудь курс по языку программирования, наверное, там 13 лет было максимум. Я не знаю, что именно надумил меня в тот момент вообще пойти в программирование. Это еще время, когда у меня и компакта нормального нет, ты просто берешь телефон и просматриваешь эти ролики раз за разом. Но в целом это было интересно, конечно. Потом, что начинал я с C++, что с какой-то степени базированный, хоть это много сам его выбрал? Да, на тот момент, открывать любой ролик на YouTube, почему-то там большинство людей говорит, начинать с плюсов, это вам база туда-сюда. Самое забавное, что в те времена я даже не заметил ни Python, ни PHP, ни JavaScript. Какой год примерно? 7 лет назад. 7 лет назад? Условно, Я пропустил. Да. Год тогда только начинал. В то время популярным был Java, PHP, и Python. Набирал обороты. Да, набирал обороты, хотя с 91-го года существует язык. Кстати, пользуюсь моментом, когда ты сказал, на телефоне смотрел, у меня был односельчанин, который на телефоне делал сайты, так что он не смотрел, он реально делал сайты, на какие-то CMS-ках, и я не помню, продавал он или нет, но да, были такие истории, что люди на телефонах сайты делают. У меня тоже были идеи, взять телефон и попробовать, но мне почему-то казалось, что это максимум монохизм какой-то, точнее, да, слово перепутал. Но для меня это было максимально странным и неудобным, с клавиатуры, точнее, с телефона вводить это все и смотреть это было странно, поэтому максимум, что я делал на телефоне, это проходил какие-нибудь задачи там по плюсам, с онлайн-редактора открываешь, какие-нибудь простенькие задачи проходишь. Сололер, наверное, что-то такого. Да, уже, наверное, вряд ли такое вспомню. В то же время я начал читать книги по плюсам, опять-таки, по-моему, больше половины какой-то книги, как она, шаг за шагом, помню, она называлась, по плюсам, больше половины было прочитано. Но все это в каком возрасте? Это 14-15 лет, где-то через год. Там случалось такое, что ты чем-то занимаешься, потом это бросаешь, и через время только до меня дошло, что основная причина, по которой я это все бросал, это было в том, что
Вот ты взял эти навыки, сделал что-то с ними уже не знаешь, вот, плато, так скажем. В то время я не был знаком ни с кем из разработчиков, почему-то я не хватило ума, так скажем, додуматься, кого-нибудь себе найти, посоветоваться для того, чтобы понять, что мне дальше, как мне дальше двигаться. А учитывая истории людей, которые рано вкатились в IT, им достаточно было уметь нажать кнопку на компьютере, чтобы его запустить, чтобы найти работу. Да, Не в знаю, то время, конечно. золотое время, когда ты открываешь резюме, у тебя сразу десятки HR, давайте пообщаемся, давай пообщаемся, и ты 90% еще не знаешь, не, нормально, тебя научим, главное, приходи к нам, ты должен был уметь разговаривать, а вот первый навык, который максимум, что тебе нужно было знать. Так, и примерно, короче, 15, 16, 17 лет ты, короче, читал просто книги, бросал, начинал опять. Менял языки, направления, в какой-то момент геймдевом, в какой-то момент фронтенд. Ну, как фронтенд, там верстка по большей части была. Ну и, короче, в какой-то момент я вообще бросил там на несколько лет это дело. Ну и потом уже там я поступил даже на программиста, хоть и не самое крутое место, казалось бы. Но в какой-то момент я подумал, типа, я уже вот который год уже абсолютно ничем не занимаюсь, хотя уже мог бы начать делать для этого какие-то шаги. 300 в месяц. Да, я решил перевернуть свою жизнь, так скажем, и вот в этот момент уже я начал уже самостоятельно пробовать снова опять-таки плюсы, потому что, ну, это, по крайней мере, было самое близкое из того, что я хоть как-то помнил. И вставал вопрос даже о выборе другого языка. Ну и в какой-то момент уже в шейте появился Dev-симулятор, именно туда я заскочил. Ну, это было, как сказать, как это называется? Менторство? Да, вот, ну, типа, нашел себе ментора и нашел себе круг людей, с которыми я мог бы разделять свои интересы в программировании. Я там проходил, условно, пару месяцев. Ну и по сути своей я получил себе ментора, человека, который показывал бы мне, куда надо именно идти, в каком направлении именно двигаться. По плюсам? Нет, тут уже был не плюсы, а тут уже были языков. Вот как раз таки... Это какой год? 20-й получается? Это сейчас, подожди, это... Нет, не 20-й, это сейчас 25-й, это где-то... 22-й, наверное? 21-й, 22-й это. Ну, 22-й год буквально, почти 3 года назад. Да, Два Go года. уже начал как-то набирать обороты, крупные компании доплачивали за переобучение вот этот момент вроде бы. Да, ну вот как раз таки ментор, зависел от меня. А, ты проверяешь? Он про тебя реально? Не знаю, да, он как раз таки был моим ментором. Ну и Go, я не знаю, типа, я особо не знал ничего о Go, я даже не слышал о нем на тот момент. Ну, типа, вот у меня есть ментор, по крайней мере, у меня есть преимущество на фоне других языков, потому что с ментором у меня есть больше шансов на успех. И в этот момент я уже начал изучать Go. Так как у меня была база по плюсам, там пройтись по всему этому языку не составило особого труда, там, по-моему, 2 недели типа, полностью пройтись по всему этому синтаксису. И вот уже там... Через 2 недели на работу? Да. Кнопку научился. Если было все так просто. Ну, через 2 недели уже, понятное дело, надо пробовать проекты какие-нибудь делать. В этот момент я уже начал смотреть, что вообще на этом языке есть, какие вакансии. Вакансий было не слишком много, но самое главное, что преимущество этого языка на фоне других, это то, что компании до сих пор набирают на нем стажеров. Казалось бы, удивительно, и набирают стажеры больших компаний, там, Озон, Авито, тот же Wildberries и так далее. Типа, в IT, в Авито, точнее, имею в виду, войти в IT с гошником, наверное, намного проще, как минимум. На тот момент это было проще, потому что даже хайпа такого особого вокруг Go еще не было, поэтому совсем на раннем этапе. В целом, наверное, это можно Да. слишком... Ты ответил на вопрос. На самом деле, прикольная история насчет Муслима. Да, я открыл как бы этот бэкэнд-симулятор, короче, набрал просто людей желающих. Это что, обучаться. я не так я не понял. Ну, короче, просто меня знакомые попросили обучить их. Я думаю, обучу еще кого-нибудь вместе с ними. Набрал там 20 человек и сказал, что, короче, набор закрыт, и все, и хотел там по вечерам обучать бэкэнду. И тут уже, когда закрыт был набор, мне пишет человек, говорит, типа, вот я по-любому тоже хочу там, я не помню как, но по смыслу.
Короче, в итоге мы созвонились, он сказал, что типа да, я замотивирован, короче, я буду заниматься туда-сюда. И потом Муслим рассказал, что он не хотел писать, потому что он видит, что набор закрыт, и как бы типа нагло будет это, просить взять и тебя. Ну там друг посоветовал ему все-таки обратиться. Короче, в итоге так Муслим попал в этот симулятор. И один из немногих, кто, грубо говоря, что-то получилось по итогу его. Так что, альхамдулилlah, во-первых... Это какая-то офлайн? Да, там мы собирались просто по вечерам в кабинете, грубо говоря, учебном, и я объяснял там без всякой программы, просто как бы делился опытом на основе там курса на степике, что-то рассказывал. Но, короче, тут два важных поинта. Это, во-первых, не стыдитесь как бы обратиться к кому-то, если вы видите, что человек стоящий, лучше там преодолеть эту планку наглости и обратиться, максимум вам там скажут, что не могут помочь, да. И второго нет. Второе забыл. Короче, давай дальше двигаться. Что у меня тут? Главный вопрос, который многих на самом деле волнует, начинающих, это сколько времени нужно от начала обучения с нуля, грубо говоря, до выхода на работу. Вот каждый поделитесь своим опытом, сколько вас заняло, Мухаммад. Ну, мне кажется, если найти хорошего ментора, то от полтора года, вот учитывая вот текущие реалии, то есть так как найм немного усложнился, мне кажется. Поэтому как-то так. Тогда я бы чуть-чуть раскрыл, точнее, чуть-чуть более пересформулировал бы вопрос. Тогда от нуля до первого отклика на работу. То есть момент, когда ты понимаешь, что вот я готов идти на работу, как ты сказал, найм как-то уже сейчас сильно осложнился из-за всем известных каких-то вещей, санкций и прочее. Вот сколько времени вам обычно нужно, чтобы вот вы начали, и вот вы понимаете, что готовы идти на работу, первый собес свой пройти, вот 1,5 все равно года, да? Или ты включал... Просто люди год работают, ищут некоторые 500 откликов в день делают, потому что ХХ больше не позволяет. Этот момент интересен. Ну, учитывая мой опыт, да, вот я вот более активно год занимался на Python, а потом я вышел на курс, там где-то на 4-5 месяце, на 4 месяце я уже попал в некоммерческий проект, где уже реальная разработка шла. И вот если брать, вот именно вот с Go брать период, то через 10 месяцев я вышел на работу, но при этом год на питоне основу бэкэнда у меня уже были. А из 10 месяцев сколько ты искал работу? Именно вот от начала поиска работы? Ну, из 10 месяцев в начале курса искал, потом понял, что так я работу не найду. То есть помимо курса, помимо знаний, которые мне дают, мне нужно вот реальный проект попасть. Вот так я вот попал на проект некоммерческий. И, на бесплатной основе? Да, на бесплатной основе. Там чуть-чуть набрался опыта уже, и вот в целом вместе с курсом, если брать, то и проект 4 месяца, где-то месяцев 9-10 я уже нашел первую работу. Машалла, очень хороший результат. Пользуясь моментом, скажу, что сейчас ваш Авито набирает стажеров, и Яндекс запускает очень много бесплатных каких-то вещей для именно молодых людей, которым до 20 лет, там разные направления, специализация Яндекс.Лицей, кажется, называется. То есть люди, которые вот сейчас в раздумьях идти или нет, идти, это абсолютно бесплатно, то есть там 100% подтверждение ваших навыков, люди работают в Яндексе, Авито и прочее, то есть сейчас самое время, наверное, делать истигару и полный вперед. Тоже хотел добавить, вот это Pago, вот когда на питоне тоже месяцев 10 я занимался, там известный период был, когда именно вот найм сократился, это был 22 год, и то есть мне тестовые присылали, то есть я делал, проблема в том, что я углублялся там, где не надо углубляться, то есть мне приходится задача, его можно делать на каком-то фреймворке, на Python, там, FastAPI, либо Django, а я как бы сам все это делал. Нативного Нила, да? Да. Больше вот основная проблема, даже мне это подметили 2 раза, вот когда тестовое делал, что вроде бы правильное, но можно было делать на фреймворке. Хорошо. Окей. Муслим, тогда ты что думаешь, интересно послушать, что ты думаешь о курсах и почему ты сам не пошел на курсы? Забираем микрофон.
Ладно, давайте будем честны. Основная причина, почему я не пошел на курсы, это потому что у меня не было денег. Собственно, потому что, ну ладно, на тот момент, когда я вообще попал к ЕАЭ, мне там 18 лет, я еле наскреб вообще на то, чтобы снимать какую-нибудь комнату, чтобы нам вместе уже посидеть, потому что условно, точнее даже не условно, это в принципе все было бесплатно, но сидеть где-то надо было, поэтому у нас было вот это вот, собрали общую сумму и типа нашли себе место, где мы можем сидеть. Курсы, даже на самом-то деле, в тот момент, когда я даже начинал, курсы уже даже не были настолько популярны, как они сейчас, потому что сейчас из любого утюга зайди на любой сайт тебе будут пихать какой-нибудь курс, как за 3 месяца. Смотри на меня. За 3 месяца. У меня не такой курс, да? Не, я не конкретно про то. Не, ничего плохого про хорошие курсы я не имею. Даже в целом против курса я ничего не имею. Я имею. Я имею в виду, у меня есть претензия к людям, которые агрессивно пытаются это навязать, причем навязывают как бы ложные убеждения людям. Потому что, ну, условно, за 3 месяца. Какой человек за 3 месяца найдет работу, я не знаю. Поэтому для меня это выглядит странным. Ну и в основном это, наверное, ладно, не буду говорить, в основном, но в каких-то курсах это часто бывает накрутка, потому что 3 месяца для работодателя это вообще пустяк ни о чем, потому что 3 месяца можно, наверное, и на синтаксис, если это первый язык, потратить. А надо еще опыта где-то найти. И тут получается, что приходится придумывать какую-то историю о том, как он там отработал в бигтехе, вот он решил снова выйти на рынок и найти Джуном, да? Да. Ты, кстати, затронул тему, о которой у меня был вопрос, список вопросов, давай продолжим по ней. Накручивал ли ты опыт Как ты искал, короче, первую работу и накручивал ли ты опыт для этого? Честно говоря, я опыт не накручивал, я его, наоборот, скручивал, потому что, Новый тренд, скручиваем опыт. Ну, в целом, почему я скручивал? Потому что у меня в целом, допустим, я не работал какой-то до какого-то бигтех, я успел поработать в каких-нибудь маленьких проектиках, так скажем. Не будем их сейчас тут называть, но в целом там время работы там составляло 2-3 месяца. В целом 2-3 месяца то условно прям работал, а остальные месяцы там уже особо какого-то действия ты не провел. Просто деньги получал. Да. Не то чтобы их было сильно много, но в целом. И были еще работы, где я работал даже не по своему стеку, условно. Там я в какой-то момент уже занимался преподаванием верстки. Это абсолютно нерелевантный опыт, чтобы его записывать в резюме, и я его не указывал. Единственный опыт, который у меня там был, это довольно крупный, даже сейчас он уже довольно-таки хорошо растет. В целом он благотворительный, я в нем участвую, и вот именно он был основным опытом, который был указан у меня в резюме. И в тот момент, когда меня взяли на работу, он уже составлял около года где-то. Но в целом, да, там тоже были моменты, где-то ты можешь месяц хорошо пропахать, а в какое-то время можешь месяц особо ничего не делать. Но в целом хороший буст был, и в целом мне не стыдно было его там указать, потому что реально время, которое я провел на проекте, мне казалось, что он полностью соответствует моим навыкам, которые я смог получить, и соответствует как раз-таки опыту, который я там указал. Ну, я бы чуть-чуть дополнил бы. Ну, смотри, ты же не только разработкой занимаешься компанией, ты же ходил на дейлики, типа присутствовал на каких встречах, ты же получал софт-скиллы, вот это же тоже важно. То есть опыт работы, это же не только, например, условно я помню этот момент с HR, то есть человек, который проработал в Макдональдсе год, и человек, который не проработал нигде, у него больше шансов выйти на работу, потому что ему уже понятно, что такое команда, ответственность и прочее. То есть я тоже так как бы скручивал опыт, потому что я не хочу выходить на какие-то нудные позиции, где нужно много работать. И поэтому я прекрасно понимаю о чем-то, но все равно не всем советую типа в обратную сторону. Но тут на самом деле важный момент, я хотел подчеркнуть, просто, может быть, который не очень был раскрыт, что многие жалуются, что как бы без опыта работы не устроиться на работу первую, и поэтому идут по пути накручивания опыта. Но тут Машалла Муслим показал хороший пример того, как можно пойти халяльным путем. Это пойти на какой-нибудь проект благотворительный. Даже сейчас есть сайт, по-моему, бесплатных проектов для стажеров. Теплица проектов, кажется, называется. Может быть, да. Ну, в принципе, там легко найти. Где тебя подключают как раз-таки на бесплатный проект. И вот Муслим, получается, год проработал, пусть и бесплатно, но, во-первых, получил навыки, во-вторых, получил опыт, который он может реально указать в резюме.
пусть не как бы подчеркивая, что ему за это не платили, но явно расписывая, что этим делал, что-то там, чем-то там занимался, и это уже видно как реальный опыт, и тебе уже легче выделяться на фоне конкурентов. Поэтому, машаллах. Мухаммад. Вопрос в том, как ты искал первую работу и какие сложности были. Первая работа. Как я и сказал, у меня уже был опыт в некоммерческом проекте. И вот даже сравнение, если брать с курсами и проект, то есть это был мой первый собес, имеется в виду техническое собеседование. То есть меня вообще не спрашивали, проходили я курс, о корочке я вообще молчу. Все вопросы были связаны именно с проектом, да, где я работал, что делал, как. И в основном были собеседования, были технические вопросы. Тебя в итоге спрашивали, коммерческий это был проект или некоммерческий? Нет, на первой работе нет, на второй спрашивали. Так как у меня уже был опыт уже на предыдущей работе, как-то, не знаю. Короче, оставили, да? Хорошо. Там тоже нюанс, с первой работой, как я постоянно отвлекался, писал с HR. Сколько откликов в день? Да. Сколько? 50 точно делал. Потом просматривал все сообщения, то есть, когда дают обратную связь, даже неудовлетворительно, то есть у тебя отслеживаются данные HR, я отдельно искал их на Хабре, потом каждому писал, и так получилось, что мне написали, то есть не по откликам, как-то мне позвонили и сказали, что хотели бы рассмотреть, но я согласился. И сказали, что пришлют мне ссылку, и так получилось где-то на второй день, в 12 часов, как и договорились, мне ничего не прислали. Думаю, несерьезная компания, не буду, даже там у них скайп был настроен, не стал скачивать скайп, то есть то, что за 10 минут не предупредили. И получилось так, что, 2 минуты прошло, они мне пишут, ты подключишься. А у меня и скайпа нет, думаю, оставлю. И так получилось, ноутбук сестры лежал, а у него скайп был настроен, и через ее скайп, ее фамилией зашел на этот собес и так нашел первую работу. Алхамдулилля. Это, кстати, признак того, что надо использовать любые причины, не отказываться от того, что тебе посылается. Не отказываться от скайпа. В том числе скайп. Еще, мне кажется, вопрос, на самом деле у тебя интересная история, что на сегодняшний день многие братья, ко мне на Dev-симулятор приходили многие, 30, 40, 50 лет даже были, и у них не получилось, потому что семья, дети, работа основная, и и вот эта вся суета бытовая не давала им возможности обучаться этим. А у тебя, получается, получилось. Поэтому здесь возникает вопрос, во-первых, не стрёмно ли было уходить с работы основной и полностью погружаться в обучение, поняли ли родственники, скажем так, это. И, давайте для начала это, а потом дальше вопрос, были ли моменты, когда тебе казалось, что это не твое и надо оставить, грубо говоря, сомнения, и что ты с этим делал? Да, как ты поддерживал мотивацию? Мне было интересно потом спросить о обоих, чем ты как-то руководствовался, когда ты думал, это не мое, надо бросать. Что позволяло поддерживать мотивацию? Такое дополнение было. Так как я начал вначале путь самообучения, это был 22 год, то есть я где-то, поставил себе лимит, допустим, полгода я буду посвящать, и через полгода я должен выйти на работу. Так не получилось. Оптимистично было, да? Как планировалось, работу не находил. И в тот момент мне казалось, даже скажу именно про выбор языка, почему я тогда выбрал Python, мне казалось, я выбрал язык и могу пробовать разные сферы. И в поисковике, если в HeadHunter делать, то Python, допустим, по количеству вакансий больше было, но я тогда не знал, что нужно поставить фильтр backend, и по сути 90% нравится. Там же еще
даже в названиях, если сказано, типа, если раньше был опыт на Python, типа, приходи на PHP, типа, все уже по Python ищется. Из 11 тысяч вакансий по твоему профилю где-то 300-800 вакансий. Типа. Да, я смотрел именно. Особенно, когда фреймворк ты начинаешь. Да, еще 10% остается. Да, вот на этом этапе была демотивация, но так как я не работал в этот момент, и казалось, все равно же я столько времени уже потратил, начал задумываться уже о смене языка, так как я до этого, в качестве хобби еще, наверное, лет 5, просто вот Head First была книга Java, просто прочитал Машалла, моя любимая, одна из любимых книг. И думал вот перейти на Java, как-то вот потом вот, как я сказал, увидел вот именно вот, что в Go, в Яндексе именно Go набирается, стажировка была вот Road, и вот на этом опять вот, то есть приходилось все время вот именно смена языка, сейчас вот на год тогда получится точно, поэтому после этого я перешел, уже вышел в курс, и на курсе тоже вот первые 3-4 месяца, что мне помогало, вот именно вот плюс этого курса, то есть это материал, да, который непосредственно, хотя там тоже я вижу, что была лишняя информация, но нравилось то, что я именно пошел на продвинутый разработчик, и у меня в команде были люди, которые с другого языка, опыт, там от 3-4 лет опыта были. И то, что они как бы проходят курс, я тоже на их уровне прохожу курс, как бы. И вообще, я тогда не понимал. Что и вот именно вот этот момент, то, что на курсе то, что я справляюсь, то, что вот разработчики с опытом тоже, да, там со мной, то есть у них спрашивал, то есть понял, что нужно задавать вопросы, появились люди, которые разделяют мой интерес, мой язык, на Python я был одинок, поэтому вот... Исаак, где ты был? Больше всего заряд я получил именно на некоммерческом проекте, и вот эти 4 месяца, наверное, хоть и бесплатные, но, мне кажется, самое лучшее время в IT, где в тот момент, вот эти 3-4 месяца я вообще не искал работу. То есть вовлечен был именно в этот проект. Счастье все-таки не деньга. Может, ты на фуллстак вернешься? Хватило только на 3-4 Да, месяца. точнее. Но все-таки было ли просто вот многие братья начинают, и они реально не справляются с этими сомнениями и просто оставляют. Ты все-таки, у тебя не было такого, да, страха, что прям вот, что это не даст никакого результата. Вот я сейчас учусь, в итоге я не найду работу, и мне придется, я не знаю, вернуться на предыдущее место работы. Не был страх, конечно. Даже будучи опытным разработчиком, да, допустим, Даже сегодня, да? Даже сегодня уходишь. Когда ты работаешь, кажется, да, без проблем могу перейти в другую компанию, а как только ты уволишься, да, и уже начинаешь искать работу, то тоже страхом всегда бывает, поэтому... Утром задачу дают, типа, надо увольняться. Поэтому, да. И что ты делаешь, чтобы с ним бороться? Не увольняйся? Даже не знаю. Короче, ты двигался просто дальше по курсу, я понимаю, да, чтобы, да. дальше обучался. Да. То есть обратного пути что не было, так как я ушел с работы. Наверное, если бы я работал бы в тот момент, скорее всего, забросил. То есть, и я человек не семейный, наверное, тоже, мне кажется. Вот в чем дело. С этого надо было начинать, да? Да, я думаю, мне было неловко, типа, спрашивать, как живет Галина, а тут оказывается такое. Ну, тогда вообще не знаю, Можно было и быстрее. В двух словах, я не семейный, типа, мотивации нет, и все. Тем не менее, я в доме старший, поэтому... Не, алхамдулилlah. Это уже другое. Так, муслим тогда. Да, в любом случае, какая-то ответственность у любого человека есть. Так, муслим, давай мы тебя, что спросим. Почему ты выбрал бэкэнд и рассматривал ли ты другие направления? Рассматривал ли другие направления? В целом, да, как я говорил, я пробовал и геймдев пробовал, по-моему, наверное, в тот момент мне больше всего это нравилось.
В какой-то момент у меня был опыт создания серверов в CS 1.6, чисто ради развлечения. Там какой-то своеобразный язык был, похожий на C. Но в целом, короче, скрипты там тоже надо было писать. И в целом меня радовал именно момент, когда ты, по сути своей, сам создаешь что-то, типа, по факту у тебя не было буквально сейчас ничего, а в какой-то момент ты уже получил там готовый сервер, на котором ты можешь зайти с друзьями и уже играть, и больше всего осознавать, что вот перед друзьями ты можешь выпендриться, что вот он мой, я сам его сделал и так далее. Да? В детское время, наверное, детям другого и не надо в целом. Да. Интересное наблюдение, кстати, вот о том, что ты сказал, почему фронтендеры бросают меньше, чем бэкендеры, например, потому что они сразу видят то, что делают. А бэкендеры, чтобы что-то увидеть, надо пару месяцев. Это надо превратиться в фронтендер. Да, это незабываемое чувство, которое ты сказал. Я помню, я был в 8 классе, кажется, когда мы с другом начали делать сайт, я, типа, на каком-то сайте вывел свою фамилию и побежал домой брату показывать, посмотри, есть сайт и наша фамилия, типа. Это, клянусь, это было просто незабываемое чувство, когда где-то в сети на сайте твоя фамилия, типа. Я не такой, знаешь, не нацик или какого там, чтобы там, моя фамилия, вау, просто осознавая, что ты сделал что-то, и что можно вот показать. Мир о тебе узнал, да? Да, и сейчас то, что люди там за 5 минут делают, это типа достижение всей жизни. Но мне почему-то кажется, что это все равно же бэкэнд, нет? Ты сервера программировал. Да, в какой-то степени это бэкэнд, но в целом визуальное оформление типа меняется. На тот момент это был зомби-сервак, типа CS 1.6 всем знакомо, это по сути просто лялка, а ты по сути своей модифицируешь буквально игру и добавляешь туда новые модели, новые механики. По сути своей... ты настолько продвинулся? Да. Модельки можно было в интернете найти, скрипты в целом приходилось все равно самому дописывать. Я вот не могу вспомнить название. Скриптовый язык там буквально свой под это дело есть, который там использовался. Но опять-таки тоже был форум. Опять-таки спросить тоже было у кого, если там конкретно что-то не разбираешься. Опять-таки документация тоже доступна. В целом я это сделал. В целом в сеть оно не попало, и этот сервак был просто утерян с моим жестким диском. Это было очень обидно, потому что я уже вряд ли его когда-нибудь найду. Дальше я пробовал фронтенд. Причем даже не фронтенд, а скорее была верстка. В тот момент, по-моему, даже HTML5. Я не знаю, когда вышел HTML5, но почему-то я учился на HTML4 версии. Да, пятую давно вышел. Pawn или Small, что-то такое? Pawn или Small тут пишут, что типа для АКС обычно похоже на C, такой язык был. Это не то случайно? Просто мне самому стало интересно просто. Вот я вот сейчас вообще не вспомню, скорее всего, если нагуглить, оно найдется. Верстка почему-то не HTML5 на тот момент, я не знаю, почему я только сейчас начал об этом задумываться, потому что в тот момент это был прям не 5 HTML. Ну, верстка, как верстка, особо интереса я оттуда не получил, потому что я открывал макет, начинал верстку, я осознавал то, что мне надо будет подгонять вот эту вот верстку пиксель под пиксель вот под этот макет. Особенно адаптивничек. Да, и сейчас адаптив. Ну, меня это не радовало, типа, про внешние составляющие. Ну, я не знаю, я с этого не прикололся. Дальше уже мое первое знакомство с бэкэндом пошло. В целом меня всегда интересовало, как работает вот эта вот обратная часть, потому что даже на тот момент я осознавал, что если какая-то информация хранится на клиентской части у пользователя, то пользователь без проблем сможет получить к ней доступ. И, допустим, в любую игру зайти, отредактировать вот этот вот HTML на странице, он не давал тебе результатов. И у тебя начинает появляться вопрос, а почему не дает результаты вот эта вот штука. И уже в этот момент я начал смотреть, как именно работает вот этот вот клиент-серверные части. В тот момент я уже понял, что, оказывается, клиент просто показывает нам какую-то картинку. Обманывал нас, да, все это время? А по факту все данные там хранятся на бэкэнде, там они обрабатываются, и пользователя нет к ним доступа, понятное дело, потому что опасные данные для того, чтобы просто так открывать их пользователям. Ну и как раз таки бэкэнд на C++ писать, наверное, это то еще занятие, потому что на фоне других языков C++, наверное, был слишком низкоуровневый, хотя там наверняка тоже были фреймворки под это, но опять-таки я уже посмотрел в сторону Go, учитывая то, что он еще и более поточен, так скажем,
основная его задача — это облачные и бэкэнд-сервисы. Как раз Go прекрасно для этого создан. И вот тогда уже в этот момент у меня началось знакомство с бэкэндом. Причем любовь к играм я не потерял и на тот момент. Теперь передо мной открылась возможность не просто модифицировать уже готовый сервера на CS 1.6, а буквально писать свои, чтобы они работали. В тот момент я на плюсах, по-моему, написал просто клиента для змейки и написал Бэкэндом. да, бэкэнд Я, на кстати, Go. помню этого клиента. Бэкэнд на Go, чтобы как раз была возможность у пользователей играть по сети. Опять-таки, разбираешься, что такое TCP, UDP, понимаешь, что UDP твой выбор, и начинаешь делать. У меня небольшой вопрос, мне реально интересно стало, как вообще выглядит змейка по сети, то есть Я не знаю, это просто что там рандомная прилагается. Кто там и кто я? Вторая змейка типа появляется. Да, для меня было важно, чтобы вторая змейка отобразилась на экране у обоих пользователей. Типа, чтобы когда пользователь играет, есть одна змейка, его змейка, и есть дополнительно новый пользователь, который зашел в игру, и чтобы его змейка была видна этому второму пользователю. Воруют твои яблоки Да, или ну, как? типа, яблоки у них одинаковые. Я бы сыграл, вот реально прикольно. Старинная игра, классика и типа... Новое дуновение. ПВП, типа, яблоки играешь. А можно еще это кто-то яблоко, кто-то змейка. Мне кажется, Бегает, да? тоже Салки, типа, как это. Опять вот, наверное, по-моему, это был первый сервис, который я написал в бэкэнде. Потом уже пошло вот это вот некоммерческий проект, который мы начали делать, и вот там уже было более углубленно, потому что, по-моему, вот за год, с момента, как я вышел вот этот вот на Dev-симулятор, о котором мы говорили, и вот в течение года я, наверное, в тот момент запустил уже парочку сервисов, даже не учитывая именно этот некоммерческий проект, и учитывая все другие, в совокупности у меня там, наверное, десяток сервисов уже было запущено, которые я буквально писал с самого нуля, и каждый раз код менялся буквально настолько, что предыдущий написанный сервис уже не был похож на другой. Ну и в целом, вот именно тот опыт в бэкэнде, который я получил, и опять-таки мне даже сейчас нравится понимать, что вот пользователь буквально видит на сайте какую-то простую страницу, но он даже подозревать не может о том, какие огромные системы находятся позади него. И вот это вот тоже добавляет своего шарма, потому что я начал кайфовать больше с этого, потому что по сути своей ты занимаешься разработкой огромных штук, потому что даже сейчас работая в бигтехе, в Ламоде, даже ты понимаешь, что ты как один человек особо там ничего не сделаешь, и тысячи других людей вместе дают вот такую вот огромную рабочую систему. Я не знаю, меня это очень вдохновляет на самом-то деле. Чувство большей важности, да, чем Да. выглядит, мне слышится это так. Да, скорее всего. Небольшой вопрос. Коммерческий проект, и ты это один проект у вас или разные проекты? Я просто... Да. Ты говоришь, Да, что один проект, да, все, окей. Так, Хас Мухаммад, а давай, у меня был вопрос, немного дальше двигаясь. Там как-то в интернете обсуждали, что там с нашими именами могут предвзято относиться, там не рассматривать резюме, если там, например, мусульманское или кавказское имя. У тебя даже для кавказского редкое имя, мне кажется. Во-первых, насколько я знаю, вы оба работаете удаленно и никогда не работали в офисе, машаллах. То есть вы, считай, сидя в Ингушетии, обучились и устроились в крупнейшей компании в России. Правильно, да? Да. И вот сталкивался ли ты с каким-то там, я не знаю, предвзятым отношением, исходя из твоей национальности и вероисповедания? Ну, скажу так, вот насчет удаленной, когда я искал первую работу, то есть я был готов работать и в офлайн режиме, а вот насчет предвзятости, но мне кажется, возможно, она имеет место быть, но в основе, мне кажется, нет. То есть, если нужны, допустим, вот конкурентная специальность, то не особо влияет, мне кажется. Ну, короче, в первую очередь смотрят на знания, на навыки. Ну, это тоже я просто исходя из, не знаю, да, личного. Понятное дело, есть, что... Да, никто тебе не скажет, что, мол,
Глаза у тебя узковатые. Это потому что ты черный, да? Отказ такой. Поэтому мне кажется, вот именно вот если конкурентная специальность, то практически нет, мне кажется. Кстати, еще возник сразу вопрос по поводу пятницы. Оговаривал ли ты, вот, как бы опытному разработчику, понятное дело, легко там выбивать для себя удобные условия, там, скажешь, я в пятницу буду там в мечети, или там я 5 раз в день буду отвлекаться на молитву. А вот начинающему все-таки посложнее, как бы ему бывает некомфортно, говорит, типа, меня тут и так еле на работу берут, а я еще буду говорить, что я... Условия свои да. ставить. Вот Ну, как с этим справлялся? Ну, вот такая история была. То есть я попал на проект, он изначально не финтех-проект, ну, как оказалось, это команда заказов. А там, как правило, бывают рассрочки, то есть мне пришла первая задача, и как бы распил Яндекс, нет, внедрить Яндекс Сплит там с одним разработчиком. То есть я сказал, что что эту задачу я делать не смогу, даже не... Ну, для тех, кто не знает, Яндекс.Сплит это как бы кредитная тема, да, и ты не хотел заниматься Типа по равным. частям платишь, можешь купить любой товар в интернете и просто оплатить по частям, что-то такое. Да. И вот в плане, я обозначил, меня сразу спросили по религиозным причинам, то есть сам продукт задал вопрос, то есть да, хорошо, тогда мы подумаем тебя в другую команду, потом в итоге решили оставить. Потом поняли, что мне давали другую задачу, а там, то ли тесты, что-то было связано с этой рассрочкой, и меня перекинули в другую команду Other. В команду пользователя. То есть в команде пользователя была проблема. Я тоже нашел к чему придраться. Сегодня что? Я просто не хотел работать. Там была проблема, что там дейли были в 12 часов. То есть дейли 12 часов, и проблема была с пятницей. То есть не 12 даже, 12:30. То есть мечеть не успевал в любом случае. Я говорил, что вот продукту новому, что то, что мне надо будет мечеть, то-то. Что-нибудь придумаем, и они решили, то есть в группу сразу закинули, я думаю, мне одному дадут от марта, то есть меняем дейлик в пятницу, час раньше. Там были возмущения, кто-то, как эта фраза, если гора не идет в Магомед, или как забыл эту фразу. Лучше не употреблять ее по религиозным соображениям, так что да, хорошо, что забыл, да. Издевательство скорее. И в итоге, если честно, я даже не знал, что это... Я тоже не знал, но не суть, потом поговорим про это. Без камер. В итоге, то есть, видел, что многие недовольны, то есть он неделю проходит стабильно, то есть 12:30, и никто не хотел перестраиваться под пятницу. А он сказал, что из-за тебя, или он просто... Он сказал, что вот из-за меня, что у меня не получается, то есть, в основном все одобрили, но были те, которых это не устраивало, и в итоге, я сделал предложение, что буду до 12 часов, буду в чате отписываться, текстом, что я сделал, и на этом не остановились. Короче говоря, подытоживая для наших зрителей, что не стесняйтесь говорить о своей религии, машалла, и на своем опыте тоже могу сказать, что многие даже не то, что с пониманием, а просто с поддержкой к тебе в итоге относятся. И, например, вот у меня тоже в команде перенесли все встречи команды. Вот такая же история. Есть брат один, который сказал, что в пятницу ему надо на РУЗ, то есть и на Джума. Ради него всю календарь перерасмотрели, сдвинули и так далее. Но тут просто достойное восхищение, машаллах, что с самого начала, как я и сказал, не пытался там как-то увиливать, и в первый, и второй раз многим людям это будет сразу говорить некомфортно, потому что, как ты сказал, я тебя только взяли на работу, там условия предлагать. И это реально пример тем людям, которые сомневаются, стоит ли вот в такой момент рисковать там работой и прочее. В первую очередь ставишь религию, там уже и в IT, отличие от других профессий, оно больше толерантно в том плане, что, например, у нас на работе
часто бывает, что многие люди, в Москве у нас основном офис был, и мало удаленщиков, они с утра идут в поликлинику до своего рабочего времени. Я не знал, что люди так там в 7:30, 8:30 в поликлинику идут. Это для меня вообще нонсенс. У нас она не открывается. И они пишут: задерживаюсь на работе, не успеваю на дейли. И в 2 словах говорят: вчера этим занимался. И никто вообще никогда не говорит этому человеку, почему ты не пришел. Я могу сказать, типа, я иду молиться, типа, я приду через 10 минут. И с этим относится 99% положительно, потому что обычно в IT очень разносторонний круг людей. В плане, например, у нас работала девушка с Молдовы, чел там с Кореи, кто-то там с Татарстана, Азербайджан, и они, вот IT это такая сфера, где они пытаются подстроиться под разработчика, а не разработчики пытаются подстроиться под компанию. И для меня супер странно было то, что были люди, которые возмущались, даже зная, что это по причине религии. Вот у нас, например, когда речь заходит, что какие-то ценности человека затрагивают тот или иной вопрос, у нас очень положительно к этому относятся. Например, если там у нас был разработчик, и он, когда мы выбирали день там, 10 или 10:30, он сказал: мне нужно сына отводить в садик. И все отнеслись к этому с пониманием, потому что почти у всех есть семьи, типа дети и так далее. Мы просто на полчаса сдвинули этот дейли. И очень странно то, что люди начали возмущаться. Ну, очень хорошо, что вы смогли как-то к этому прийти, к чему-то договориться. Так что да, всегда говорите свои условия, как и было сказано ранее, вам максимум откажут. То есть не будут увольнять из-за каких-то вот таких мелких. Для них это мелкие причины, хоть для вас это большие причины. Так что всегда пытайтесь выбить себе максимально хорошие условия. Пятницу выходной пропускать делаю. 4-дневная, говорят, в Финляндии ввели и оправдалась как более продуктивную. Так что ждем, иншаллах. Так, Муслим, тогда расскажи нам, тяжело ли тебе сейчас вообще работать, насколько ты себя комфортно чувствуешь, там бывают ли моменты стрессовые, когда тебе все это надоедает, эта сфера, и ты думаешь, лучше бы я там сваркой занимался? В последнее время, да, иногда бывает, меня одолевает мысль о том, что как-то тяжело, и как мне это все надоело в конечном итоге, потому что, ну, это чаще всего это бывает, когда ты не разделяешь вот work-life balance, так называемый, когда ты не разделяешь ни работу, ни удаленщиков. Жизнь, да, вот это вот удаленка, которая буквально ложится тяжелым грузом, так скажем, мне на плечи, потому что благодаря удаленке человек начал терять вот эту вот грань между работой и домом. Типа, когда ты на работе, ты едешь туда, возвращаешься к себе домой. А когда у тебя работа дома, то ты не понимаешь, ты сейчас отдыхаешь или ты работаешь, и у тебя начинается вот этот вот груз осознавания того, что вот ты мог еще чуть поработать, но ты еще сел опять вот прокрастинируешь условно, и ничего ты не делаешь просто. Дейлики... Змейку делаешь. Дейлики, которые условно в 11:30, но почему-то для меня часто бывает такое, что даже встать практически в обеденное время для меня почему-то бывает прям сложно, потому что опять-таки мой режим сбит впрочь, потому что опять-таки сидишь ночью, а утром опять-таки досыпаешь то, что не успел досыпать. Какой-то 6 лет, типа на телефон дейлик выключаешься. Ой, просыпай, короче, берешь ноутбук, надеваешь наушники, ложишься обратно в кровать. У меня есть отличное решение для твоей проблемы. Есть замечательный коворкинг 021, который вернет work-life balance в твою жизнь. С утра приезжаешь, работаешь, вечером уезжаешь. Рекламная ставка. Да, окей. Мы, кстати, находимся в нем. Неожиданно. Ну вот ради чего этот вопрос был задан. Да, кстати. Меня не купили, честно. Ладно, вот удаленка, это мы поняли, но в то же время, когда ты уходишь на работу, есть еще одна проблема с тем, что ты тратишь время на дорогу, а учитывая, что в Ингушетии практически нет абсолютно никакого транспорта, на это уходит очень много времени, потому что я раньше работал, опять-таки, в месте, где находится коворкинг, в Магасе, кто это? В Магасе? Ну, типа коворкинг. Здесь, Горчханова. Вот, Горчханова улица. Ну и, короче, тут поблизости я работал, и мне приходилось с своего города ездить сюда час времени с утра, чтобы сюда приехать. Для Москвы это минимальная история. Да, на метро сел, там на час вырубился, проснулся, до работы доехал.
Не, ну если, сравнение то даже не с Москвой, а с удаленкой, потому что на фоне удаленки с максимум времени, которое ты можешь потратить до компа, это 20 секунд, наверное. Это проблема, короче, ты расскажешь проблему жителей Карабулака. Тот, кто в Магаше живет и на Назране, ему часто... Очень хороший лайфхак, который я придумал в Москве. Я, выходил на работу в 10 часов. Что? Не возвращался домой. Не. Я выходил на работу в 10 часов. И получается так, что у тебя час дорога и дейли, и плюс какие-то зазоны час длятся. И ты, в пути час отрабатываешь, и, это время тратишь максимально с пользой. Выходи до коворкинга, во время, когда у тебя начинается дейли, и ты будешь... Как раз с Карбулака пешком дойдешь за час. Да, с Карбулака? Ну, в Карбулаке же. Окей. Я там, кстати, тоже 5 лет жил, так что... Но я имею в виду, и выходишь за час, до работы, до окончания работы, когда доходишь, там что-то пишешь. Кстати, интересный случай, как называлось облачное первое решение, одно из первых. Не какой-то бокс как-то назывался. Есть популярное раньше решение облака. Виртуализация? Не, именно облачное решение, где хранят фотки и прочее, как это самое популярное, синим логотипом был. Dropbox, да, Dropbox написан студентом, который ездил на учебу в час и возвращался. Сейчас этот сервис полностью, который там миллиардная компания, написана во время поездок на учебу и обратно. То есть ты можешь как-то полезно задействовать. Да, кто-то ищет выход, а кто-то не ищет. А кому-то дома комфортнее. Берт, у нас есть вопросы в комментариях? Нет? Кто не смотрит? Зрители есть. Тебе надо было спросить, есть ли там зрители? У вас есть вопросы, зрители? Что-то ваших хлопков не слышно. Заметьте, стрим закончился после рекламы коворкинга. Все вышли. Да, какая-то проплачена. В принципе, у нас уже прошел час. У тебя есть? Да. Вообще у меня был вопрос про накрученный опыт. К счастью, ты его задал. И второй вопрос, который меня очень интересовал. Момент, когда вопрос, наверное, к тому, кто прошел курс по большей части. Смотри, у тебя есть курс, у тебя есть ментор, у тебя есть там код-ревьюер. Я просто сам работал Яндекс.Практиками и плюс-минус понимаю эту концепцию. Но боль студента, то, что для меня критично важно было, стоит студенту дать самостоятельно, как-то отличается он, этот проект от того, что вы делали, и сразу начинается паника. Я не знаю, что делать, с чего начать, я не понимаю задания. В такие моменты, когда тебе дают проект, он чуть-чуть отличается. Что ты делал? Какой совет? Ты видишь проект, ты вообще не можешь его понять, к примеру, с чего начать. Как у тебя были такие моменты? Первый вопрос. И в такие моменты что нужно делать? Открывай вкладку ChatGPT. Не был, я его в 23-м году начал, но я не был знаком с GPT. То есть мне повезло, что он только вышел тогда. Я как раз на каком проекте только с ним познакомился. То есть, да. На работе, да. Бесплатно проект имеется в виду. Хорошо. Так, вопрос так. Были, конечно, но смотри, плюс этого курса в чем? То есть у меня была задача, спринт, я проходил определенную теорию. Помимо этой теории обязательно читал, там были ссылки, кто хочет дополнительно развиваться. То есть и там какой формат был именно на курсе. То есть ты делаешь какие-то правки, то есть тебе не говорят изначально, по архитектуру, ничего не говорят, ты делаешь правки, делаешь по-своему, и потом он делает обратное ревью. То есть на этом курсе именно с этим я познакомился. И насчет то, что вопрос ты задал, сложности, именно эти сложности меня побудили обращаться уже к другим людям в Slack. То есть я что-то не понимаю, кто-то как. И когда я проходил курс, там у нас 12 спринтов, 12 встреч с ментором было. То есть для меня самое сложное это было созвониться с ментором, так как я онлайн вообще до этого практически не общался. То есть из 12 встреч с ментором только 2 встречи было. Поэтому за счет этого у меня были сложности. То есть скайп установить не так легко? Не то, что легко, именно не знаю, барьер работал офлайн 8-9 лет, а тут, то есть,
И на первый этап собеседования тоже это было сложно. Но когда я их уже прошел около 70-80, весь страх. Я, наверное, говорю про боли преподавателя уже, так как я сам преподаватель, веду курсы, хоть и редко, но бывает. И я заметил такую интересную вещь, когда ты пытаешься сделать курс лучше, максимально разжевывание, типа, люди начинают максимально лениво к этому относиться. Вот условно, возьмем где-то там 2 года назад, у тебя есть какое-то видение, и ты задаешь сложный проект. Люди делают, типа, окей, как-то сложно, да. У тебя курс становится лучше, то, что у тебя материал более разбирается, визуальные какие-то сопровождения, там, дизайн хороший. Ты задаешь задачу более легкую, потому что ты понимаешь, что надо постепенно, и люди меньше задачи делают. Вот я не могу понять, где-то золотая середина, где студент должен понимать, что вот я задачу смогу сделать или вообще не смогу. И многие жалуются, студенты, вот, ну ладно, тут надо различать тот момент, что бывают студенты разные, я не хочу про всех говорить, но бывают такие студенты, которые просто тебе пишут, а я не знаю, что делать. И ты задаешь наводящие вопросы, что именно не получается, что именно не понимают. И все не понимаю, ничего не получается. Вот это, для меня это очень большая боль, то, что как преподаватель это очень демотивирует, это тебе сначала кажется, но, к счастью, есть студенты, которые вообще не задают вопросы, просто делают и скидывают. И мне было интересно, вот в такие моменты, когда ты прочитал, у вас же бывали спринты, самостоятельно вам нужно сдавать, типа загружать, ты видишь задание, вот ты пытался как-то, не знаю, декомпозировать задачи, или ты задавал вопросы, вот, что тебя мотивировало идти дальше, не бросать, вот, как ты справлялся вот с этим моментом, когда ты видел, что сложно и не знаю, что делать? Так, ну вот насчет задач, вот тоже с этим столкнулся. Там по факту решение этой задачи, допустим, если лучше описать эту задачу, то есть решение было бы намного быстрее. И в тот момент, вот после решения задачи, мне казалось, не могли бы максимально подробно описать эту задачу. Но сейчас, сравнивая, вот я уже как бы работаю, и на работе все равно задачи, они максимально, ну, все равно всегда бывают вопросы, уточнения по этим задачам. И сейчас вот я думаю, на самом деле это был очень правильный подход. То есть этот подход тебя заставляет идти к другим разработчикам, задавать вопросы, то есть вот эти вот как раз-таки из 12 две встречи были как раз-таки из-за этой задачи. Вот там у нас как было тоже дедлайны же на курсе, тоже практиками, и когда горят дедлайны, то есть ты уже хочешь, не хочешь, то есть начинаешь задавать вопросы. И еще какой плюс, то что вот несформулированная задача, то есть ты делаешь больший акцент, ты перепечатываешь опять то, что ты прошел спринты, возвращаешься к ним, так как они связаны в рамках этой задачи. То есть тебя как-то мотивирует искать пути решения, поэтому если я правильно понял вопрос, то я вот именно то, что практиками такой неподробный, то есть чтобы сам человек находил решение и задавал вопрос. Учить самостоятельности, вот главный посыл, который я пытаюсь донести до студентов. И, честно сказать, часто бывает мнение, что все, больше курса не делаю, потому что типа, люди как-то не всегда серьезно к этому относятся. У меня вопросов в целом нет. У меня вопрос, на самом деле, который часто задают люди. Вот они, в принципе, меня спрашивают, какие курсы есть, какие ты посоветовал бы. И Яндекс.Практикум обычно это то, за что, скорее всего, будет не стыдно. Хотя я сам его не проходил, не смотрел. Вот, в первую очередь, на основе отзыва Асмухаммада я им могу посоветовать. Но сам ты что бы сказал? Во-первых, ты сказал, что ты пошел по нему бесплатно, сейчас он стоит примерно 150 тысяч, насколько я помню. Заплатил ли бы ты эти деньги, или если у тебя не было бы возможности бесплатно пойти, не пошел бы? Небольшой момент. Что? Хотел сказать, что кто-то курс. Подешевле. В Яндексе практикуме есть такая система, там есть подписочная модель, не рассрочка, не кредит, ничего, а ты типа можешь разделить на какие-то месяцы,
платишь, и следующий месяц не заплатил, тебя просто исключают. Это типа подписочная модель. Можно типа разделить эти 150 тысяч, там будет какая-то наценка. И сейчас не реклама, очень много промокодов, которые дают тебе 22%, 15% скидки. Реально, то есть я помню, когда я тоже покупал курсы Яндекс.Практикума, сейчас я, наверное, расскажу про это, но окей. Курс, который стоил 234 тысячи, обошелся 180 тысяч, то есть там по промокоду. 50. Да, по промокоду, то есть эти промокоды полно, то есть они дают почти каждый день там разных компаний, отдавайте своим друзьям, и эти промокоды использовать, например, выгодно самим компаниям, что если ты используешь, потому что по этому промокоду кто-то пришел, и у них типа, плюс каких-то... Да, и вот этот момент просто... Когда мы говорим про Яндекс.Практикум, важно учитывать, что не отбрасывайте идею только из-за денег. Я сейчас расскажу про причины, почему стоит отбрасывать, но не про это. Окей? Так, вопрос был в том, купил ли бы ты его за деньги, если у тебя не было бесплатной возможности, и в целом советуешь ли ты людям выбирать? Я начну, наверное, с курсов, которые я не советую. Это в основном курсы, которые гарантируют трудоустройство. Вот их я практически не рассматривал бы. А так, вот то, что в практикуме, мне понравилось, именно то, что они и обговаривается, что трудоустройство не гарантируется, и даже я в базе прошедших курс, и писать мне даже HR с Яндекса начали через год-полтора только после прохождения курса, хотя он заявлялся как для middle разработчиков, но мне он, конечно... То есть middle разработчиком я не стал, так как у меня опыта не было, но если люди переобучаются с другого курса, то, мне кажется, именно в практикум он соответствует своим заявлениям. И в тот момент, когда я уже прошел этот курс, и я как раз-таки задавал себе вопрос, оплатил бы, скорее всего, именно свой курс, который, мне кажется, первые 3 месяца я оплатил бы. И не смотрел бы, нужна ли мне корочка или нет. То есть на корочку вообще внимания не обратил. То есть основные знания, которые я сейчас использую, это первые 3 месяца из 6. Хорошо. Как ты 150 тысяч уже превращается где-то там 80 тысяч с наценкой. Можно за 3 месяца разделить и взять себе на 3 месяца этот курс. То есть там есть такая система подписочная, ты в любой момент можешь прекратить, у тебя если денег на карточке нет, то все, тебя предупреждают за пару дней. Я, наверное, скажу пару слов про Яндекс.Практикум. Я хотел написать пост про это, но из-за положительных и хороших отношений с Яндекс.Практикум я не стал его писать, потому что на меня подписаны мои коллеги. Я сейчас объясню, что... Может, они на нас тоже подписаны. Да, смотрите, я сейчас объясню пару моментов. Я был код-ревьюером по Python направлению. Я всем советую Python направление. Клянусь, ко мне приходит человек и спрашивает, у тебя есть курс? Я хотел бы к тебе на курс, я ему говорю, я пока что не набираю, вообще советую убрать из головы мысль, что ты придешь, заплатишь, и ты станешь программистом. Не надо идти на платные курсы, иди на бесплатные, вот тебе материал. Я всегда, у меня есть подготовленный шаблон, по которому ты можешь обучиться, я его часто кидаю в группу, в блог, я ему говорю, вот так. Яндекс.Практикум для Python направления я советую, здесь никаких проблем нет. Но сейчас расскажу мои... отрицательные какие-то эмоции, связанные с Яндекс.Практикумом. Я пошел на одно направление, это был фронт-энд, сейчас я не буду даже лукавить, максимально расскажу. Я давно хочу обучить фронт-энд направление, чтобы сделать свой какой-то пэт-проект. Мне просто хотелось это сделать. И я обучился там месяц-полтора где-то и потратил на это очень мало времени. И в моменте я понял, что это не для меня по некоторым причинам. Тот энтузиазм код-ревьюера, который я проявлял к своим студентам, не было и на 10%. У нас, когда мы приходили в Яндекс.Практикум, были какие-то требования для код-ревьюера. Какие? Приветствуй пользователя, скажи ему какие-то теплые слова, указывай более примеры и прочее. Я расписывал эти мануалы, что делать и прочее. Мой код-ревьюер мне оставил такие комментарии, что я вообще не понял, о чем речь. И мне пришлось, подключать фронт-эндера, чтобы он, мне разжевывал. И там есть такая вещь, на сайте написано, что ваш куратор – это человек, который должен вас мотивировать учиться.
типа, должен к вам приходить, если ты отстаешь и прочее. Я пишу, типа, своему куратору, вот я хочу, типа, исключиться, и он мне, типа, ссылку кидает. На, типа, заполни форму, типа, вали. И прикинь, мое удивление, когда ты год отработал Яндекс.Практикуме, клянусь, я настолько совестливо относился к своей работе, и это, когда мне дали обратную связь, у меня была максимально положительная обратная связь. И вот, когда ты понимаешь, вот, во-первых, код-ревьюер неудачный попался, куратор, типа, да, у тебя ссылка, заполни, типа, проваливай. Единственным положительным человеком там был ментор. Вот этот человек, даже если когда-то вы посмотрите, вот этот парень, когда я высказал свое возмущение, я высказал это в общей группе, я сказал, что были вот такие моменты, я хочу исключиться. И он мне пришел в личку, так не делать, но он со мной созвонился, объяснил мне какую-то тему и прочее. И сейчас я всем не рекомендую никакие платные курсы, ни мои, ни чужие. Постарайтесь хотя бы 3 месяца первые понять, нужно ли вам это. Найдите бесплатного ментора, их много реально, люди готовы делиться своим опытом. Найдите свою какую-то профессию, типа будь это Python, фронтенд и прочее. И только потом, если вы реально хотите себя заставить как-то себя мотивировать, именно вот ты заплатил, я буду учиться, тогда можно рассматривать. И как было сказано, если нету обратной связи по вашим проектам, нету ментора, который будет вас как-то поддерживать в процессе обучения, то тогда не стоит идти на эти курсы, с какими крутыми они не были. Кроме Яндекс.Практикума в России ничего больше не советую, кстати. Я тоже добавил бы вот насчет курса. Вот то, что вот ты говорил, вот мне тоже вначале попался первые 5 месяцев непосредственно ментор, который ревьювил меня, видеоконференции, который мне создатель курса, то есть в последний месяц его забрали уже на первый поток. То есть сравнительная разница, то есть тот ментор, который первый был, и последний мне попался, это действительно небо и земля была разница. Скорее всего, ушел бы, если бы первый месяц это было бы, да? Потому что никакой обратной связи, то есть ревью не проводил, и даже конференции, да, которые там бывают, очень, действительно скучные были с ним. Это первое. И вот насчет курса, да, я бы скорее в первую очередь, вот как подметил, да, наверное, тоже путь к самообучению начался. Если есть ментор знакомый, который тебя правильно направит. То есть, если, допустим, вот как у меня было на питоне, то есть у меня ментора не было, я не знал, у кого спрашивать, и, как говорил, углублялся там, где не надо углубляться. Вот если есть такая ситуация, понимаешь, что много времени проходит, то скорее, мне кажется, уже нужно пробовать проверенный курс. Хорошо. Расул, Иса. Да. Вопрос про направление. Вот я часто наблюдаю именно программирование, когда смотрю. Просто я как бывший программист, можно сказать, точнее учился на программиста, перешел в дизайн. Вот я иногда заглядываю в сферу программирования, смотрю разные направления. Но часто 90% слышу только про бэкэнд и про Python. Вот редко слышу про C. Вот какие направления актуальны на данный момент, какие языки актуальны на данный момент, кроме Python и кроме направления бэкэнда? Есть ли вот какая-то актуальность фронтенда или других направлений именно программирования? Давай, наверное, повторим вопрос. Я не знаю, Да, слышно ли бы надо это. повторить вопрос. Вопрос в том, какие сейчас актуальные направления, кроме Python и бэкэнда. Потому что нас тут 4, и мы все 4 бэкэндера. В предыдущей работе, да, где я работал, там это аутсорсинговая компания, то есть то, как они нанимали, дает немного понятия, так как они продают разработчиков. То есть даже если фронтенд, допустим, он использует какую-то не особо популярную, допустим, помимо React, Angular, по-моему, и Vue было вот такие. Vue, React, Angular, да. Именно вот React, Vue были востребованы. По Python именно вот то, что, насколько я помню, именно вот ML моделями занимается, вот в основном их набирали. Go в этом году очень много бэкэндеров набрали. Но вот основное, именно вот по бэкэнду, то, что я видел картину вот, за этот год, то это в основном был Go разработчик. То есть сравнительно больше было даже относительно тех же фронтендеров.
Я могу ответить на вопрос, основываясь на вакансиях ХХ. То есть я давно уже написал такой небольшой скриптик, когда готовился к видео, мне было интересно диаграмму вывести, какие есть направления и прочее. Но данные, наверное, будут сейчас, может быть, плюс-минус не актуальны, но в целом вот эта динамика, как там скажу, по актуальным направлениям я бы, наверное, отметил бы 4 направления. Это веб-разработка, бэкэнд и фронтенд, чуть более подробнее скажу. Бэк — это либо Go, сейчас очень актуальная, потом Python тоже актуальная, плюс PHP. То есть вот эти языки... Это мы вырежем. PHP, да? Где тут PHP-разработчики? Короче, хоть и все эти PHP, но самая высокооплачиваемая вакансия на Headhunter — это по PHP, если что. Точно она в топ вышла. Вроде бы миллион с чем-то стоило. Если говорить про фронт-энд, сейчас актуально, насколько я видел из вакансий, это React Vue, то есть ты именно вот эти два фреймворка используешь, и Angular. Angular, я не помню, из-за чего не любят, но вроде бы его хейтят из-за его какой-то сложности или что-то в таком духе. Вот React Vue я точно знаю, потому что сейчас мы работаем с другой командой, и у них был спор насчет React и Vue, то есть Angular они вообще не рассматривали. Это если говорить про веб-разработку. Конечно, там есть еще другие языки, Java, C#, это .NET, например, наши разработчики, сейчас бэкэндеры, другая команда будет писать на .NET, хотя они начинали с Go, но сейчас на .NET перешли. Это вот эти направления, чуть менее актуальные. Есть мобильная разработка, это сейчас очень актуально Flutter, Dart — это вот фреймворк и язык, это гугловская разработка, и там кроссплатформенно пишешь на одном языке, у тебя фронтенд, точнее iOS, Android, и типа очень круто. Если говорить более нативно, на iOS сейчас пишут Swift. iOS актуально, если у тебя MacBook, если у тебя нету какого-то Mac, ты не можешь писать под iOS, чаще всего там эмулятора нету. Если говорить про Android, это Kotlin, то есть Java уже вытеснут максимально Kotlin. Если говорить теперь в следующее направление, есть еще React Native, но он не так актуален, как Dart и Flutter сейчас. Так, Game Dev. Есть Game Dev, сейчас актуален два движка. Это очень популярный Unreal Engine, который делает очень крутую синематику, то есть как будто бы ты делаешь реальные какие-то видео, но по сути это игры. И там язык C++, если ты идешь Unreal, и Unity, там C#, если ты делаешь более мелкие инди какие-то игры. И четвертое направление сейчас актуально — это все, что около ИИ. То есть любое упоминание ИИ, там email, нейронки, машины. И, кстати, есть еще направление прompt-инженера, то есть уже начали вакансии появляться. И не очень такое, возможно, распространенное, но все равно имеет место быть, это микроконтроллеры, то есть направление, где тебе нужно что-то там, дроны, очень актуальное направление сейчас, эти дроны программировать. Какие-то вот Raspberry Pi и прочие вещи. Короче, вот эти направления очень актуальны среди HeadHunter. Я просто пытался что-то нарисовать для статейки, и это вот то, что мне попадалось. Хорошо. Еще можно посмотреть просто тупо Тиобе, есть популярные языки программирования, но тут важно понимать, что от языка программирования, то есть не заканчивается с языком программирования, тебе нужно понять, один язык программирования может использоваться в очень разных направлениях. То есть тот же Python, тут веб-разработка, бэкэнд, ML, нейронки, какие-то data science, тестировщик, аналитик и прочие такие вещи. Поэтому сначала нужно выбрать не направление, а нужно выбрать интерес, какой у тебя делать. Хочешь веб-разработку пойти, то уже пойми, что именно веб-разработка. Хочется рисовать типа кнопочки, то это... Пиксель, с которого мы начинали. Это вот так. Ларясол, я думаю, ответил на вопрос, наверное, да? Берт, там по-прежнему нет вопроса. Небольшое пояснение, почему вот задающий вопросы ничего не слышит, кроме Python. То есть это мой такой личный дизайнер, друг. Я всегда ему про Python, типа, он презентации, какие-то слайды, там Python, и поэтому типа он много с Python тоже взаимодействует, визуальный какой-то эффект. Проблема часто бывает в том, что когда ты работаешь с каким-то стеком, ты думаешь, что
мир ограничен этим стеком, а на самом деле у других может совершенно. Кстати, забавный момент, что ты подсветил, что другая команда будет с Go уходить в C-Sharp. Я знаю, что 5 лет назад Wildberries с C-Sharp переходил на Go, и сейчас полностью на Go. Они вообще, свои микросервисы, своя сторона у них должна была быть на Go. Но сегодня я услышал, что они будут его писать на .NET. Они типа не переходят с Go. Ну понятно, что новое пишут. Да, но имеется в виду, они еще на уровне обсуждения архитектуры, то есть они решили типа .NET. Я не понял, чем это обусловлено было, но я точно знаю, что это был не Python. То есть одна команда. Вообще, не вдаваясь в какие-то NDA подробности, скажу, что есть очень крупный заказчик, всеми вам известный, одна очень такая большая нефтяная компания, и у него типа есть продукт, очень большой продукт, как я понял, типа скоро будет достоянием России. И там собрали две команды. Одна команда будет пилить одну часть, другая другую часть. И, естественно, это сейчас микросервисы, всеми нам любимые. И они должны были писать на Go, мы на Python. И сегодня, когда была встреча обсуждения архитектуры, они сказали, что хотят .NET, короче. Вот. Интересно, интересный выбор. Почему? Без понятия. Так, я думаю, мы можем потихоньку завершать эфир. Последний, наверное, вопрос каждому. Что бы вы лично посоветовали начинающим айтишникам, такие главные несколько советов? Главные советы, мне кажется, если начал, то есть тебе как бы начало это нравится, то, конечно, бывает, что мотивация пропадает, но все равно пробовать снова и снова, вот, исходя из своих ошибок, то есть в первую очередь я бы нашел бы сообщество, да, которое разделяет мои тоже интересы. Это первое. Второе, для меня самое сложное, это было найти хотя бы неделю на составление грамотного резюме и почаще отвлекаться и писать в личку HR, чтобы даже несмотря на то, что ты хороший разработчик, если ты не умеешь себя продавать, то работу найти тоже бывает непросто. Хорошо, говорят. Наверное, у меня, наверное, больше рекомендаций вообще IT-программирование не ради денег, не ради вот этого вот всего IT-программирования, чисто потому что тебе это нравится, потому что тебе это нравится. Потому что ради денег, мне кажется, человек долго там все равно не выдержит, потому что это реально когнитивная нагрузка на человека. И учитывая сейчас положение на рынке, там долго искать работу и так далее, и так далее, и так далее. В целом, если тебе нравится программирование, ты будешь кайфовать от того, что вот в течение года у тебя было уйма свободного времени для того, чтобы посвятить себя чему-либо. Потому что рынок не заканчивается обязательно какими-нибудь крупными коммерческими проектами. Допустим, взять тоже Unreal Engine 5, который тут упомянули, это прям бомбовый проект, огромный, и он open-source. Типа. Любой разработчик идет, делает форк от GitHub и начинает свою ветку, начинает свою историю. Именно вот этим людям должно нравиться программирование, а не потому что там много денег, там удаленка и так далее. Это была основная причина в целом, почему я пришел. Поэтому человек должен выбирать деятельность не из-за денег, потому что деньги, они все равно уже предопределены для нас, установлены, а в целом человек должен делать то, что ему в целом нравится. Вот мой основной посыл. А в целом то, что там делаете проекты, работаете за хлеб и так далее, это уже 1000 раз сказанные слова, мне кажется. Так что вот моя точка зрения. Хорошо. Ларясал. Что-то будем потихоньку закругляться. Джазакумуллах хайран ларясал каждому, кто приехал. Особенно из тех, которые приехал издалека, чем меня очень удивил вчера, когда буквально написал, что он приедет. Все спонтанно. Байран за приглашение. Приглашайте, буду только рад, иншаллах. Приходите. И также большая еще благодарность Берду, Аллаху Салхану за эту. Мы впервые организовываем такой эфир вживую, лайв. Все это он настроил, организовал. Алхамдулилля, без него бы. Да, тут у нас 3 камеры, 3 микрофона, алхамдулилля. Да, типа, по всему магазу. Первый блин получился никому, иншаллах. Субханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Все, на этом будем завершать.